Переходим к рассмотрению вопроса по проекту закона о бюджете. То ли основной пар депутаты уже выпустили на комитетах, то ли мысленно смирились с неизбежным, но обсуждать бюджет Татарстана на сессии также истово силу большинства уже не хватило. Все прошло относительно спокойно. Традиционное эмоциональное выступление Хафиза Миргалимова. Как будто коронавирус объявил нам санкции, независимо от возраста, от должности, от богатства. Стандартные опасения в связи с большим государственным долгом республики, который развеял министр финансов Радик Гайзатуллин, хотя долг и внушительный, но погашение его основной части переносится на 2 года вперед. Москва пошла на уступки. Так что переходный период у нас есть. Этот бюджет будет хотя и крайне напряженным, но по традиции социально направленным. Мы сегодня видим, что у нас увеличиваются меры выплаты на меры социальной поддержки, все, что связано с выплатой, с финансированием льгот. И увеличиваются? Да, увеличиваются, потому что, как я уже сказала, в 2020 году были введены дополнительные льготы, и они учтены при формировании бюджета на 2021 год. В цифрах все выглядит так. По расходам бюджет Татарстана на 2021 год запланирован в сумме 271,5 миллиардов рублей, по доходам 268,5 миллиарда рублей. То есть с дефицитом 3 миллиарда рублей, что совсем не критично для такого мощного региона, как Татарстан. Бюджет, как известно, состоит из 2 частей, не всегда равных по величине доходов и расходов. Оттого и возникает либо профицит, либо дефицит бюджета. Но на самом деле факторов, влияющих на ту или другую часть бюджета, предостаточно. Я предлагаю рассмотреть 2 чаши весов. На одну в качестве минуса падают пандемия, снижение деловой активности и спроса, высокая волатильность на рынке нефти. На другую чашу весов в качестве плюса достаточно эффективные социальные программы. Созданная за предыдущие годы финансовая подушка безопасности, крупные инфраструктурные проекты как стимул для роста, ну и малый бизнес. Малый бизнес как резерв для роста. Идея красивая, но на практике нереализуемая. Тем более сейчас, когда деловая активность на спаде, пандемия не ушла, а люди экономят на всем. Это понимают и депутаты, поэтому предложение от Олега Коробченко, лидера партии «Роста» в Татарстане, дополнительно поддержать предпринимателей. Не выборочно с помощью грантов и субсидий, а всех. То есть это должны быть налоговые преференции. Момент, как считает Коробченко, подходящий. Как известно, с 2021 года по всей стране будет отменен единый налог на вмененный доход. ЕНВД заменит, как считает в правительстве, более рыночной, упрощенной системой налогообложения. Только по Татарстану под эту категорию подпадает более 50 тысяч предпринимателей-плательщиков. Это в основном тот самый малый бизнес в розничной торговле, сфере услуг, общепития. В результате налоговая нагрузка станет выше в разы. Поэтому предложение вроде как очевидное от депутата и бизнесмена. Парикмахерские, кафе, просто ларьки, там, кто занимается продажей, они сейчас будут платить в 3-5 раз больше налогов. Тут нужно небольшое пояснение. ЕНВД – это, конечно, не совсем рыночный налог. Его платят независимо от результата экономической деятельности. Получили вы прибыль или убыток. Нужно заплатить некую фиксированную сумму, исходя из площади, коэффициентов и так далее. С упрощенкой все вроде как действительно проще. 6% от всего дохода, либо 15% по схеме доходы минус расходы. Но любой регион может снижать эти ставки, причем для каждой отрасли отдельно, что создает большой простор для различных преференций. К примеру, в Татарстане 1% УСН по схеме доходы платят компании-резиденты особой зоны Иннополис. 10% ставка УСН для предпринимателей в режиме доходы минус расходы. В России есть ряд регионов, в частности Тюменская область, наши соседи в Башкортостане, Удмуртии, которые пошли на снижение УСН в тяжелый период пандемии. Вот Олег Коробченко и предлагает пойти по этому же пути. Тем, кто переходит от ЕНВД на упрощенку, повышать нагрузку не сразу, а поэтапно. В первый год 1% вместо 6%, второй 3% и так далее. Коллега-депутат Эдуард Шарафеев предложил не ограничиваться только этими мерами, а еще и дополнительно поддержать самозанятых. Когда вводилась система малозанятых, первый год он был льготный, безналоговый. Сейчас мы должны это повторить для того, чтобы, вот еще раз говорю, безработицу снизить. По нашим ощущениям, и мы каждый раз спрашиваем предпринимателей, а что вы будете делать? Процентов 20, где-то в районах и 30 даже процентов говорят, закроемся.
По словам Артура Николаева, все эти предложения уже давно ушли в правительство, о них знает и в Минэкономике. На сессии Госсовета Татарстана заместитель министра Олег Пелевин дал понять, они в курсе ситуации, однако сейчас снижать налоги для бизнеса считают нецелесообразным. Что касается снижения ставки, здесь снижение ставки не планируется для бывших плательщиков ЕНВД. Что касается вашего вопроса в части освобождения в целом малого и среднего предпринимательства от налогов, отмечу, что по итогам 2015 года в общем консолидированном бюджете это где-то порядка 15%. В рядах самих предпринимателей, как мы это увидели, легкое замешательство. Большинство из них и так балансирует на грани нулевой рентабельности, как хозяйка этого небольшого кафе в центре Казани Лилия Шайдулина. Переход от ЕНВД на УСН просто убьет окончательно. Эта сумма будет выше в 6 раз, чтобы вы понимали. В 6 раз мы будем платить налога больше. Кроме ЕНВД у нас же еще нагрузка есть. Там, я не знаю, пару-тройку лет 5 назад появился ЕГАИС. Это система, учитывающая алкоголь, она усложнила нашу работу. Потом появился Меркурий. Это еще одно усложнение работы. Это дополнительный функционал для наших сотрудников. Это дополнительное обслуживание оборудования, дополнительная покупка оборудования. И сейчас вот ЕНВД, вот прям нас просто подбить, честное слово. Дайте решение, давайте будем разговаривать, сядем, будем организовывать какие-то конференции, я не знаю, не для того, чтобы поболтать и ушли, а реально подходить к тем предпринимателям, которые уже концы с концами сводят. Невозможно работать. Уйти с ЕНВД не на упрощенку, а на другие режимы по налогообложению, на тот же патент также не вариант. Адель Ягудин ведет параллельно сразу несколько направлений бизнеса. У него сеть кофеин, салоны по индивидуальному пошиву одежды, ритейл. И везде, где мы не считали, это везде увеличение налоговой базы. То есть нигде нет такого, что вам стало легче. Почему нельзя на переходный период сделать какие-то послабления определенным секторам? Причем на базе республик, как я понимаю, но с точки зрения законодательства это реально. Надежда на лучшую долю у предпринимателей не исчезла, но она тает на глазах. Этот год, как и следующий, вряд ли станут периодом развития, тем более роста. Задача куда скромнее – выжить, сохранить сам бизнес, рабочие места. Правительству еще сложнее. Социальные обязательства огромные, а вот возможности бизнеса, как малого, так и крупного, можно сказать, схлопываются. Что делать? Один из способов, как мы уже говорили, затеять именно сейчас крупные инфраструктурные проекты. Новую дорогу М12, мегастройку Большого Зеленодольска и так далее. Татарстан в принципе идет по этому пути. Однако в масштабах страны ситуация еще более тревожная, потому как все идет к тому, что число регионов-доноров стремительно сокращается. На сессии на эту опасную тенденцию еще раз обратил внимание депутат Марат Галеев. Удивительно, но факт. В лихие 90-е из 89 субъектов федерации было 18 регионов-доноров. Сегодня из 85 не больше десятка. Если даже сейчас, например, в Госдуму выйти с проектом закона о том, чтобы стимулировать самодостаточность, вряд ли кто проголосует, потому что их всего 8 или 10 доноров, остальные все на дотациях сидят. Ну, как говорится, в этих условиях саморазвития не может быть. Собственно, это уже практика жизни. Получается, что настоящий кризис был не в 90-е, а сейчас, когда, перефразирую известную цитату из известного фильма, регионы не просто ничего не хотят, им все больше не хочется хотеть чего-то хотеть. А это уже не кризис, это совсем неприятно. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.